Камбожап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Известный бурятский ученый, профессор, исследователь Центральной Азии Камбожап Цыбиков после окончания Санкт-Петербургского университета отправляется в путешествие в Тибет. Отправляется из Урги 25 ноября 1899 года. В предыдущих частях нашей публикации Камбожап Цыбиков, преодолевая трудности пути, проникает в Тибет и до достижения столицы Тибета, города Лхаса, отправляется в знаменитый буддийский монастырь Гумбум. Описав жизнь и быт монахов Гумбума, отправляется дальше, в монастырь Лабран. Итак, часть 6. 7 февраля пришлось перевалить через 2 чрезвычайно высоких хребта, так как салары идут по прямой дороге. Всюду по дороге начинаются полевые работы. Трудолюбивые земледельцы жгут на горах дерн и возят на пашне. Ночлег был в городе Дзаба. 8 февраля ночевали в городе Баян, расположенном за высоким хребтом левого берега Хуанхэ. Хуанхэ зовется по-тангутски Мачу, по-монгольски Хатуне-Гол, то есть река Царицы. С каковым названием связан рассказ о кончине Чингисхана от коварной мести пленной царицы. Она, смертельно ранив ночью Чингисхана в детородный член, сама утопилась в этой реке. На сегодняшнем пути по сторонам от дороги видны тангутские монастыри. Здешние тангуты занимаются исключительно земледелием. 9 февраля выехали задолго до рассвета и перевалили через вышеупомянутый хребет. Недлинные пади южной стороны перевала видны тангутские и магометанские деревни. Спустившись по левому берегу Хуанхэ около 5-6 верст против деревни Ламурчан, переправляемся на Большом Карбасе через реку и останавливаемся в названной деревне в доме нашего возчика. Деревня эта называется самими саларами Могол, и в ней, как мне рассказывали, вспыхнуло начало последнего дунганского движения в 1893-1894 годах. Оно началось похищением молодой жены одного пожилого и богатого магометанина этой деревни. Оскорбленный муж со своими сторонниками понес мстительное оружие в деревню Хумалум и убил несчастную женщину вместе с ее соблазнителем. Родственники убитых напали на деревню Могол, и чем дальше, тем больше разыгралась междоусобная распря. Район междоусобицы увеличился, и саларское оружие направилось против иноверных китайцев и амдоссов. Конец смутам положили китайские войска, проявившие после победы свою обычную беспощадную жестокость побежденным. В частности, деревня Ламуршан была разрушена и сожжена, а остатки ее жителей, купившие себе жизнь у китайских военачальников, не успели еще обстроиться, но все же энергичные и крайне трудолюбивые салары начинают снова обзаводиться хозяйством. Салары говорят между собой по-тюркски, носят костюм одинаковый с китайцами, лишь шапочки у них отличаются от китайских синим цветом и заостренностью на верхушке, где помещается шарик, сделанный из золотых ниток. Женщины не уродуют, подобно китаянкам, своих ног и носят широкие шаровары на выпуск. Прическа на затылке обыкновенно обвертывается черным платком наподобие конуса. Салары, по-видимому, усердные приверженцы ислама, и среди них достаточно распространена тюркская грамотность. 10 февраля было днем обычного домашнего отдыха наших возчиков. 11 февраля двинулись в путь и шли по правому берегу Хуанхэ до устья речки Кушмык, через которую перекинут хороший деревянный мост. Затем поднимались по последней речке до устья Пади-Сашен, где и ночевали в магометанской деревне Хумейлун. В верстах в 5 ниже Ламучана находится городок Ясы. 12 февраля. Наши возчики оказались вооруженными фитильными ружьями, так как путь до Лабрана населен тангутами, которые не прочь пограбить путников, если они им под силу. Ношение оружия позволено магометанам только на этом пути, потому, идя обратно, оставляют ружья в Хумейлун. В Пади Сышин на левой стороне стоит тангутский монастырь того же имени, а на правом берегу, в лесу,
место пребывания аскетов, называемое Ритон. В вершине этой пади приходится переваливать через два хребта. Падь на южную сторону от них называется Немалай-Лум, солнечная падь, где мы и остановились ночевать под открытым небом. 13 февраля спустились вниз по той же пади и вышли на широкую долину, называемую Ганьшатан, снежная равнина. На этой равнине много тангутских черных палаток, и вблизи их пасутся многочисленные стада овец, яков и лошадей. Кстати, скажем, что эти палатки называются банак. Буквальный перевод этого слова «черная палатка», что указывает на приготовление этих палаток из грубой ткани из черной яковой шерсти. Из Ганчатана через высокий перевал попадаем в долину реки Санчу, где и стоит монастырь Лабран. В нем я пробыл с 13 по 21 февраля. Полное название этого монастыря Лабран Дашинчил или Балдан Дашинчиль, то есть Ламский дворец, круговорот благ. Основателем его считается первый перерожденец Чамьян Шадбы, знаменитый философ своего времени Агван Цандуй, который родился в Амдо в 1648 году и 20 лет от роду отправился учиться в Центральный Тибет. Там он обнаружил прекрасные способности и был в близких отношениях с пятым великим Далай-ламой. В 1700 году он сделался настоятелем гаманского дацана в монастыре Брайбун и составил свои толкования по богословию. Эти толкования были приняты за руководство сначала в гаманском дацане, а ныне ими руководствуются почти все богословские факультеты Амдо, Монголии и нашего Забайкалья. Еще в 1703 году его приглашал на родину в Амдо алотский князь Галдан Эрдене Чинон и предлагал основать монастырь, но он возвратился из Центрального Тибета лишь в 1708 году и в 1709 году положил основание монастырю, известному ныне под названием Лабран. Умер Агван Цандуй в 1721 году. Основанный этим ламой монастырь находится на левом берегу речки Санчу у южной подошвы высокой горы. При въезде в монастырскую улицу все должны слезать с лошадей и идти далее пешком. При этом путешественника приятно поражает чистота улиц, хотя узких и кривых. На них нет бродячих собак и человеческих нечистот, обычных для других ламаистских монастырей. Дома простых монахов низенькие, одноэтажные, глинобитные и окнами выходят во двор. Среди них там и сям возвышаются храмы и дворцы перерожденцев. Самой чтимой святыней этого монастыря является медная вызолоченная статуя 80-футового Майтрия. Она стоит в высоком каменном здании с золоченой крышей, имеющим над наружными дверями доску, на которой надпись на 4 языках, знак утверждения китайским императором. Слова надписи можно перевести «Благословенно радостный храм». Вообще же про статуи, называемые 80-футовыми, должно сказать, что они обыкновенно не достигают тех размеров, но именуются так, потому что, по верованию ламаитов, Майтрея, Будда будущего мирового периода, будет иметь 80-футовый рост. Для оправдания же меньших размеров статуи говорят, что это Майтрея такого-то возраста, часто детского, 8 или 12 лет. Далее немного влево и впереди от названного храма находится большое здание Сокчиндугана, в котором в особой комнате у задней стены находятся субурганы с прахом предыдущих перерожденцев Чамьян Шадбы. Из других достопримечательностей, пожалуй, упомянем про большие медные статуи Цангхавы и Далмы, Дара-Иха, имеющие каждое особые храмы. Про амдовские статуи божеств вообще можно сказать, что они в большинстве случаев делаются в Даламноре из меди. Что касается предметов изучения, то в этом монастыре 5 дацанов или факультетов, из коих 4 одинаковые с упомянутыми выше гумбумскими, как по названию, так и по изучаемым предметам. 5-й же дацан, основанный при нынешнем 4-м перерожденце Чамьян Шадбы, зовется просто дацан Сума, то есть новым дацаном, и занимается изучением мистической философии, а равно и богослужениями о благополучии своего основателя. Время основания прочих факультетов относится к XVIII столетию, а именно богословский или цаницкий факультет учрежден тотчас по основании монастыря.
Дацан Джуд в 1720 году, Дынхар в 1759 году и Медицинский в 1792 году. Большая часть монахов состоит на богословском факультете и поступает на другие факультеты, по крайней мере, по выслушании 5 первых курсов ЦАНИДа. Монастырь отличается строгостью своей дисциплины, касающейся всей жизни монахов, не исключая и их домашней обстановки. По правилам, предписанным ею, каждый монах должен иметь отдельную келью особого устройства. Она состоит из 2 комнат – румхана или кухни и симхана или спальни. При этом последняя находится над каном, под которым проходит труба кухонной печи, устраиваемой у самого кана и отделяемой деревянной перегородкой от чистой комнаты. В перегородке между кухней и спальней проделаны дверцы, и, открывая их, монах, сидя в спальне, может доставать из котла на печи чай и пищу. Топливом для печи должен служить исключительно овечий сыпучий помет. Затем в каждом дворе должны находиться колодец и клозет. Колодцы, как говорят, содержат дурную воду, и потому монахам разрешено брать воду из реки Санчу. Каждое утро монахи собираются в Сокченском дугане. Во время этого собрания разбираются проступки монахов, и виновные наказываются тут же розгами. Считается особым удальством не кричать от боли и не просить пощады. Участвование в этом общем собрании не для всех обязательно, но ежедневная раздача во время чая небольшого кусочка масла привлекает многих небогатых монахов. После всего собрания монахи могут выходить на рынок, который происходит на южном краю монастыря. В Амдо рынок называют Чонра, в центральном Тибете – Том. Торговля производится под строгим контролем монастырской администрации и прекращается около 10 часов утра. На этом рынке производится также последнее наказание приговоренных к изгнанию из монастыря. Их бьют розгами и оттаскивают за ноги на край рынка. После рынка монахи обязаны посещать в учебное время факультеты своей специальности. В общем, учебное время бывает только полгода, а остальные полгода уходят на перерывы. Конец 6 части.